А теперь я хотела бы предоставить слово профессору Витаутасу Ландсбергису, первому руководителю независимой Литовской Республики, человеку, который на протяжении всех лет, сколько длится чеченская независимость, столько лет профессор Ландсбергис поддерживал политически и морально чеченский народ. Спасибо. Пожалуйста, профессор. Спасибо. Спасибо за эту возможность участвовать в вашей конференции, которая нужна, так как нужно, чтобы голос свободы и независимости и в прошлом и будущей независимости Чечни звучал и напоминал Европе и остальному миру, так как в наше время, 30 и более лет тому назад, были смелые политики на Западе, которые говорили, пока Балтийские страны не имеют свободы, Вторая мировая война не окончена. Так и сейчас можно сказать, и может быть найдутся люди, которые скажут, пока нету мира и свободы для республики Ичкерия, война на Кавказе не закончена. И какое-то переустройство России тоже не может совершиться или только в худшую сторону. Превращение России в демократию могло бы привести к обретению свободы многими еще завоеванным и колонизированными народами. Но это очень маловероятно. А развал России, третий развал России после Советской революции и после провала горбачевских перестроек, третий развал России неминуем, потому что тамошние политики не справляются с задачами, которые выпали на их долю. Они знают только одно средство – это сила, насилие, война. И ненароком руководители в Кремле говорят даже о ядерной войне. Вот если мы будем вынуждены, мы можем начать малую ядерную войну. Даже до такого сумасбродства доходят. А изменить мышление о том, что мир и мирное переустройство – это самая большая победа, для них это пока умственно недостижимо. Но, кто знает, может быть, судьба повернется так, что даже в России появятся здравомыслящие политики с определенным влиянием. Пока их нет. Там влияние имеют только воинствующие, захватнически думающие политики. Им все еще мерещится мировое господство. Позвольте мне несколько сказать соображений или наметок на будущее Республики Ичкерии или Чечни, или Чечении, как кто иногда называет. На Западе все еще называют Чечней или Чеченией. И когда вспоминают судьбу этого народа, смелого и так
как сказать, уничтожаемого и подвергаемого, толкаемого в пропасть. Тем не менее, я часто вспоминаю слова Сергея Ковалева, одного из последних, может быть, даже последнего российского демократа. Он говорил 32 года тому назад, когда Россия снова пошла против Чечни. После короткого периода ельцинского, когда Ельцин хотел закончить эту войну, а потом даже его вынудили подписать бумагу о наступлении военном на Чечню. Но я помню, что Ковалев сказал: если Россия будет толкать Чечню в пропасть, то Чечня повлечет за собой туда саму Россию в пропасть. Это пророчество частично сбывается. Тем не менее, все должны готовиться. И вспоминая прошлое, но и оценивая будущее. Ныне Чечня превращена в территориальную сатрапию путинской России. И, к несчастью, питомник специалистов мокрого дела. При этом международная общественность внушается близкая к фобии и расизму видимость чеченцев как нации террористов. Иногда приходит на мысль сравнение с тем, как гитлеровцы представляли евреев. Вот такой народ, который недостоин существования в Европе. Это пытаются внушить европейцам и насчет чеченцев. Нынешние гитлеровцы в Кремле. Но, как ни парадоксально, именно самое большое террористическое государство сегодняшнего дня, а это Россия, дурачит мир, объявляя кого угодно террористами, лишь не себя. А в свою очередь чеченские беженцы на Западе рассматриваются подчас как беглые рабы Кремля, которых можно отдавать хозяину. Это деградация даже Европы. Эти деградирующие демократии охотно возвращают чеченцев хозяину. Это стыд и вина Европы, которых она еще не осознает. Но политики-гуманисты должны напоминать, должны сопротивляться таким посулам. И что в перспективе? В перспективе, как я сказал, развал, третий развал России. Более чем вероятный. И при этом неминуемом развале, когда и Белая Русь, возможно, обретет свою свободу, кадыровская Чечня, даже кадыровская, с большой собственной армией, еще может натворить большую беду на всем Северном Кавказе.
Это никак не перспектива к миру и счастью. Но это позволяет ущербное мышление. В Москве, где любое уменьшение державной карты воспринимается как трагедия человечества. Эта концепция достойна разве что дурдома, захваченного пациентами. А тут, вот в эти времена, о которых мы говорим, небольшой народ на покоренном вроде бы навеки Кавказе восстает. Это при развале СССР и снова провозглашает себя независимой страной Хаджи Мурата, Шамиля и Джохара Дудаева. Понятно, что после двукратного поражения, которое независимая республика Ичкерия нанесла вроде бы всемогущей России, после этого двукратного поражения в новых колониальных войнах уже постсоветской России пролилась ненависть в старой метрополии по отношению даже к народу чеченскому, граничащую с геноцидом. Парадоксально, после этого геноцида Москва сейчас выплачивает огромные репарации. Кабы только сатрапия сохраняла верность метрополии. Это такая международная коррупция, и вряд ли там имеет отношение какое-нибудь право даже путинской России. Лишь бы кадыровцы не портили карту. Но при неминуемом третьем развале Кавказ может превратиться в еще одну очень большую трагедию. Как жаль, что не состоялась или пока не состоялась мечта Джохара Дудаева, которую он излагал мне летней ночью 1992 года в Паланге. Мирный Кавказ. Мы договоримся между собой. Мы не будем воевать между собой. Только без России. Я уверен, что и Азербайджан с Арменией договорились бы между собой без России. Но сколько времени еще пройдет, пока народы будут так решительны на пути к миру, не к новым постколониальным и междоусобным войнам, а к миру как самой большой победе. И понимает ли это сегодняшняя Европа? Я этого не вижу. А ведь Кавказ – это часть Европы, это рана и судьба Европы. Кавказ. Надо напоминать не только о Чечне и о судьбе этого народа. Весь Кавказ может стать судьбой Европы. Но, тем не менее, при своем горьком и
героическом опыте Чечня еще может высказаться и сказать также позитивное слово. Мы не отступаем, но не отступаем и от принципов человечности. Мир сейчас стоит на границе неизвестного. То ли победит человечность, то ли победит бесчеловечность. Если победит бесчеловечность, то и человечество не станет. Поэтому каждый народ да стремится к человечности. Вот мои соображения так могли бы быть организованы, если бы кто-то этим занялся. Очень важные международные, не только политические, но и идеологические конференции, философские, с раздумьем о судьбах самого человека на этой странной планете. Спасибо. Спасибо вам, профессор, за такой проникновенные слова, которые в самую душу вы очень точные формулировки даете. Что делать, спасибо, дорогой друг. как Спасибо. жить. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы услышали вас. Я постараюсь, что мы постараемся делать и реализовать хоть несколько моментов из того, что вы сказали. Мы постараемся это сделать. Спасибо вам огромное. Мы очень ценим ваши советы. Вы нам очень нужны, вы нам очень дороги. Мы вам бесконечно благодарны и признательны за все то, что вы сделали и для нас, и для нашей свободы, и в нашей политической, за ваше участие в нашей политической борьбе. Огромное спасибо вам. Вот именно понимание ситуации, в которой сейчас находится чеченский народ и Чеченская республика, я хочу предоставить слово Ихвану Гериханову, председателю Национального трибунала Чеченской республики Ичкерия по военным преступлениям. Баркал. Салам алейкум, Дедик Холод. Я приветствую всех участников. Честно говоря, как председатель Национального трибунала по военным преступлениям, мне бы не хотелось выступать сегодня, потому что, будучи судьей, я не имею права давать ни политические, ни юридические оценки. Поэтому позвольте мне переквалифицироваться у гражданина Чеченской республики Ичкерия. Ахмед сказал, что 25 лет он наблюдает и участвует. Я участвую 30 лет с первого дня, когда я сумел глотнуть воздух свободы и чаяний своего народа. Это было в 90-м году. Я сложил свои полномочия народного судьи и пошел с народом. Я также хочу выступить от имени делегата Общенационального конгресса чеченского народа, от имени члена парламента первого созыва и как бывший председатель Конституционного суда. Вот с этой точки зрения Ахмед у меня забрал много хлеба, потому что все юридическое обоснование уже сделано.
но я бы хотел бы, с позволения ведущего, просто указать на некоторые моменты нашего народа, особенно для тех, кто слушает наших друзей, наших братьев по духу. Хочу констатировать, что чеченский этнос как таковой, он появился, так скажем, в мире за 2000 лет до нашей эры. Первое же упоминание в документах свидетельствует о том, что в греко-римской истории, что этнос Нохчо существовал, имел свои правила общежития, которые свойственно сегодня называть государство, имел свою систему обороны, которая сегодня именует один из принципов создания государства. И, честно говоря, нас за всю историю до появления первого государства чеченцев, это Дзордзукетия, нас использовали в различных ситуациях, как воинов, как людей, которые всегда стояли за честь и свободу. Даже первый царь Грузии Картласяна попросил себе в жену чеченку для того, чтобы породниться с этим родом, впоследствии которые и использовали, мы защищали и Грузию. Поэтому, уважаемый Ахмед, я считаю, что наш суверенитет возник нашего народа именно во время правления Дзордзукетии, это 4-3 век до нашей эры. Вот и считайте, сколько веков мы боремся и восстанавливаем свою независимость, свой суверенитет. Поэтому наш суверенитет, он существует несколько веков, и последние, как говорится, 30-летия тому свидетельство. Поэтому с момента появления первого Терского острога на границе с Чечней в 1567 году и началась наша эпопея с Россией. Она очень трагична. Она позволяет судить, что мы жили с юридической точки зрения с варварами. Я не называю весь народ, но всегда правители России поголовно уничтожали во имя захвата земли, во имя своих каких-то имперских амбиций и так далее. Я не буду приводить истории, сколько сел сожжено при возникновении крепости в 1818 году города Грозного, их десятки и дальше. Поэтому нас не спрашивали, вот с этого времени нас не спрашивали, с кем мы хотим жить, как мы хотим жить и какие наши привилегии. Нас постоянно захватывали, нас уничтожали, мы оборонялись, мы никогда не переходили чужие границы, если это не нужно было для защиты своих рубежей. Поэтому, когда и возник конфликт на территории уже Чечни, защищая его сыны, как Шейх Мансур, как Беноевский и так далее. Я сейчас перечисление их много времени займет. То есть такие байсангуры, такие мансуры у нас были на протяжении всей нашей жизни, и сегодня они существуют. Только их названия, имена другие. Нас не спросили, народ не спросили, когда создавали Горскую республику, потом его убрали. Нас не спросили, когда создавали Северо-Кавказский Эмират в 19 году во главе с Узум Хаджи, хотя он говорил о свободе, но народ тут был ни при чем. Нас не спросили, когда в 22 году в рамки загнали Российской Федерации Чеченскую автономную область. Нас не спросили в 1934 году, когда создавали Чечено-Ингушскую автономную область. И в 1936 году Чечено-Ингушскую автономную Советскую Социалистическую Республику. То есть нас не спрашивали. Мы находились в состоянии
колониальной зависимости. Это я говорю как вам юрист, как доктор права, как эксперт ООН по правам человека и гражданина. То есть нас не спрашивали. Мы, начиная после распада, после того, как Дзудзукети, как государство в боях за свое право перестало существовать, нас больше никто не спрашивал. И впервые мы заставили нас спросить. Мы заставили в 90-м году, 23 по 25 ноября, собрался Общенациональный конгресс чеченского народа, именно чеченского народа, потому что делегаты были делегированы со всех мест Чечни. И мы провозгласили, ту атмосферу этого зала не передать. Это невозможно передать словами. Это было крик, слезы, чаяния всех предыдущих наших поколений, всех наших предыдущих отцов и матерей. Поэтому я чуть-чуть поправлю Ахмеда. Дело в том, что Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики подтвердил решение съезда. Не самостоятельно. Может быть, Москва там вмешивалась, это я не знаю. Но он подтвердил именно через 2 дня, подтвердил волеизъявление народа, признав декларацию о государственном суверенитете Чеченской Республики, Чечено-Ингушской Республики как суверенного государства. Поэтому наш суверенитет, который постоянно возобновляется более 800 веков, я так могу так образно сказать. И последний, вот как доктор права, я вам скажу, что с момента, как я вошел в эту воду, чистую, родниковую, с глотком свободы, я наблюдал и участвовал, и принимал те законы, которые ни на йоту не противоречили внутригосударственному праву СССР, внутригосударственному праву Российской Федерации и основным принципам и нормам международного права. Я не буду вам перечислять сейчас декларации, международные декларации, которые определяют право на самоопределение, декларацию о принципах международного права, которое нам давало право тогда. Но я вам скажу одно, что статья 72 Конституции СССР, которая была изменена законом о праве выхода, вот сейчас меня слушают наши братья из Прибалтики, с правом выхода из СССР. И 3-м, 4-м пунктом там было сказано о том, что и автономные республики имеют право через референдум. Наш съезд 23-25 ноября 90-го года и был референдум со всеми атрибутами, присущими правовой основе. Поэтому мы выполнили все то, что от нас требовалось, законодательно, морально, материальным, как хотите. И у меня сейчас вопрос мировому сообществу. Вот они, кто-то услышит, кто-то передаст. Мы выполнили все то, что вы приняли, без нашего участия. У нас демократия была еще, дай бог, каждому народу, каждому этносу. Еще когда не было Римской империи, у нас была демократия. Мы выполнили ваши принятые законы, ваши принятые декларации, принятые всеми государствами мира, Генеральной Ассамблеей ООН, всеми участниками стран, их 197 на сегодняшний день. Почему вы нас не поддержали? Почему вы, дав нам это право, не защитили с нами это право? На каком основании мы были оставлены самим себе с варварами? Варварами, которые считали за честь убивать чеченцев по национальному признаку. Это что, не геноцид? Кто может ответить, если не сегодня, хоть завтра ответьте? Мы выполнили ваши требования. Мы пошли по такому пути, который вы говорили. Но вы нас не поддержали. Вы оставили нас, сославшись на то, что это внутреннее дело России,
А теперь вы сами поняли, что это не внутреннее дело России, потому что монстр уже дальше идет. Поэтому я полагаю и надеюсь, что если не сегодня, так завтра мы получим поддержку мирового сообщества, мы докажем, что над нами происходит геноцид и этноцид по национальному признаку, но нам нужна ваша поддержка. Именно с точки зрения закона. Мы не требуем ничего. Да пребудет с нами милость Аллаха. Спасибо. Спасибо, дорогой Ихван, за хорошую эмоциональную речь. Но в данном случае обращаться тем, кто здесь сейчас у нас на конференции, с упреком, я думаю, излишне, потому что те, которые здесь находятся, наши друзья из стран Балтии и других стран, это наши друзья, которые всегда оказывали нам моральную и политическую поддержку. Всегда. Поэтому, я не адресовал. По-моему, он обращался в международное сообщество. Наоборот, я обращался ко всем. Ко всем. Никого не исключая. Спасибо. Теперь я слово дам нашему давнему другу, господину Альгердусу Эндрюкайтису, который вам всем известен, который занимается чеченскими вопросами уже 30 лет. Сюда смотрите, пожалуйста. Которого мы очень любим и уважаем. Мы еще раз приветствуем. Дигду. Дигду. Салам маршал ду Шуга. И пару исторических заметок, как Литва с Чеченией связи имела. И когда Чечению оккупировали Россия в 1795 году, и Литва уже была Россией оккупирована 60 лет. И в это время с Чеченией были некоторые связи. Например, когда у нас было восстание 1863 года, тогда из Чечении был прислан на усмирение литовцев генерал Бакланов, которого который называли Даджалом, и, значит, который пожирает детей. Вот. И в 1944 году из Чечении тоже были присланы, хотя мы знаем только двух, Рудаков и Шеватов, КГБиста, на подмогу литовской инаугурации и завоевания. Конечно, такие люди исторические: Байсангур Беноевский, Тапа Чермоев, Хасан Израилов, Лайсат Байсарова, в настоящее время нам уже известно, и это показывает, что собой представляет чеченский народ. Вот. И в 1960 году Брежнев издал указ, что Украина, Литва, Латвия, Эстония и Чечен-Ингушетия в случае военных действий могут любым образом и любого человека арестовать. Вот, значит, мы в одной команде уже в Советском Союзе довольно долго. В мировом масштабе Чеченская Республика известна, как у нее были события мировые номер один. Это было 95-й война, 96-й мир и 99-й вторая война. Так что Чечения известна миру, это свое положение, свой менталитет вы должны проявлять и дальше, что вы не мертвые, что вы живые, что вы боретесь. А вот интересно, что в 1944 году в марте, когда после ликвидации Чечено-Ингушетии, Калинин подписал указ, и в этом это написано там при указе, что этот текст нельзя печатать. Значит, они сами
и поняли, что сделали большое свинство, уничтожив Чечено-Ингушетскую республику и выслали чеченцев. Так что литовцы этого время тоже высылались, и мы имели одну судьбу. А ваш договор в мае 1997 года, 12 мая, он называется, как известно, «Принципы и нормы международного права». Это есть золотое предложение, золотая мысль, которая уже подчеркивает, что вы в мире известны, и ваши проблемы тоже известны. И никто этого договора из любых исторических, политических, культурных источников не может исключить или забыть. И вы это всегда будете выкладывать как бьющую карту аргументов, что для вас требуется. И Лени Фишер в 1996 году заявила, что Чечения никогда не ставила свою подпись под договором об образовании Российской Федерации. Никогда. Покажите эту подпись. Можно спросить любого империалиста, любого неизвестного, непонятного человека. Но Запад, и сейчас в политике Запада, конечно, есть разные люди. Не только, как сказать, честные, умные, добросовестные, но и всякие, посторонние, я бы сказал, которые не может быть у власти. Например, вот в данном случае, если Лени Фишер говорил такие слова, а вот в 2000 году президент Бундеснachrichtendienst немецкой разведки службы Август Ганнинг поезжает в Чечению, и там не то, что там сказать правду, и так, но как бы набирать опыт, как вести борьбу с террористами. Если ты хочешь, и они, русские, так и сделали, делали наклейку, вот терроризм, и все. И под этим лозунгом не вопрос политики и независимости права ведется разработка, обманывая людей в мире. Есть еще такой интересный момент, надо его, может, вам использовать. В 2011 году Ассамблея Совета Европы имеет такую комиссию, которая должна разбирать национальная интервенция для государства и суверенитет. Вот. Положено ли иметь суверенитет или не положено, и по какой основе. Я думаю, что во всяком вашем политическом действии и обращение с выяснением, что вам выяснили, вы будете представлять свои аргументы исторические, юридические, политические. Можно обратиться, получить, что там во всяком случае и получить довольно известно. А другие путают такие известные политики. Иногда вот я процитирую лорда Франка Джада. Да, нас будет критиковать, забросает помидорами, но мы должны поверить России. Просто британский политик такие слова говорит, это трудно и поверить. Есть очень для вас хорошая резолюция американского Сената 2000 года, 24 февраля. Жители США пользуются законным правом против правительства России без отбора, то есть жители России, без отбора применения силы. Это очень важные документы, которые
мы имеем и другие. Вот Сенат очень добрые постановления и резолюции приняли в 2001 году. Настоящая война в Чечении должна быть оцениваемая в контексте исторически повторяющимся государством России и обид чеченскому народу. Очень важные дела. Во всяких документах их можно. Я думаю, что, может, она есть, может, я столько не информирован, для ваших людей на Западе полезно было иметь белую книгу. Белая книга известная в других странах и в других проблемах, в которых делаются юридические, моральные, политические аргументы о своей проблеме. О Чечении, вот, и некоторые цитаты таких государств можно сделать, и это было такая, карта хорошая политическая для игры. Теперь в России 2010-2025 год принята стратегия на Северном Кавказе. Это есть новая колонизация. Потому что там написано так, там прямые слова такие есть. Преференция русским. Приезда и пребывания, и должность, и так. И еще один момент, даже выходит на мораль, смотрите. Поддержать настоящую субкультуру молодежи. Это все гомосексуализмы, всякие там наркотики и так далее. Значит, план против вас ведется на далекое будущее. Я думаю, что сейчас, может, этого уже и нету, так как обычно, но надо иметь в виду, что надо отказаться, если кто-то там думает, от военного сопротивления. Вопрос решен, силы неравные, и только можно все потерять. У вас есть довольно хорошая культура историческая, Нахчала, есть у вас хартия чеченцев за рубежом, есть история, есть религия и язык. Вот. И сейчас в Татарстане, например, 50% школ преподает полностью на татарском языке. Татарстан следует вам использовать как опору и пример, постараться, что в Чечении тоже был чеченский язык. Теперь этого нету. И там даже такой принятой конституции, этой сегодняшней кадыровской, там написано, 10-я статья, что первые части, что государственными языками есть чеченский и русский язык. Вот. А второй пункт написано, что межнационального национального общения и делопроизводства только русский. Вот государственное, а все делается будет на русском. Да? И в 99-й статье этого Конституции записано, судопроизводство является русским. Поэтому Организация Объединенных Наций, которая выставляет умирающих, исчезающих или в опасности существующих языков мира, чеченский язык признан как в опасности. И поэтому с этой точки желательно, что было обращение по поводу чеченского языка. И есть у вас довольные аргументы этого указать, что идет на полное
уничтожения. Если взять, мне попался документ Чеченского государственного педагогического института, там нет вообще, на 2 местах только есть, где есть, значит, дошкольное воспитание нет, но к чему? Чеченский язык не присутствует. И история тоже не преподавается. И в единственном месте, где производится в университете на чеченском языке, это есть одна дисциплина чеченский язык. Но к чему? Вот, поэтому это тоже надо подать жалобу в Организацию Объединенных Наций, этой определенной комиссии, чтобы остановить исчезновение чеченского языка, поскольку Организация Объединенных Наций считает, что не надо сохранять языки, любые, маленькие, большие. И это факт, это конституционные нормы показывают, что идет вразрез этого. Просто посравнить, даже пример привести и Татарстан и так далее, и надо как один способ для вашего национального выживания. И я хотел закончить словами, которые в литовском переводе Аптиби Султанова, ну, такие немножко грустные, но такая жизнь. Его слова, перевод на литовском языке, они были в нашем журнале напечатаны. «Я живу в государстве имени Отчизны, и в ее конституции одно предложение. Каждый гражданин имеет право на могилу в отчизне. Его столица – дом матери. Ее стены есть, границы есть. На востоке рождение, на западе смерть, на юге свет, в севере боль. Я живу в государстве имени Отчизны». Беркл что сказал, и еще одно предложение. Я могу, если кто заинтересует, для вас прислать, предложить 3 книги. Это адрес вы можете дать нашему референту, и я по почте отшлю. Первая книга есть «Тернистый путь к свободе». Эта книга издана в литовском издательстве, это на Нохчимохт. И второе «Хайбах. Следствие продолжается», тоже Нохчи. И 3-я книга «Генерал Ермойл». Это будет, ну, подарок для нашего знакомства. Диктую. Беркл. Спасибо, уважаемый Альгердас, за такую Спасибо, разнообразную речь, разнообразные советы, которые, конечно же, нам пригодятся. Спасибо большое, что вы приехали и приняли участие. И, надеюсь, еще будете с нами. Я сейчас хотела бы дать слово нашему тоже давнему другу Ритасу Купчинскасу, бывшему многолетнему, 20 лет был членом Сейма Литовской Республики. Все эти 20 лет. И 16 лет. И до начала этого периода, будучи в Каунасе, поддержки независимости Чечении. Да. Защищал Чечению и независимость. Пожалуйста, господин Спасибо Ритас. большое, дорогой Аминат. Поздравляю всех участников конференции, особенно руководителя правительства Чари Ахмеда Закаева. Спасибо всем вам за политическую и идеологическую борьбу всем вашим правительством за восстановление чеченской независимости. Я тоже спасибо и Альгерду Андрюкаевичу, старому коллеге наших дел. И думаю, что его глубокие мысли о дальнейшем развитии чеченского народа, о
его политическое будущем. И я хотел много мыслей очень, которым я тоже вовсю поддерживаю, хотел сказать. И некоторые вот особенности. Смотрю по телевизору и радио, и взаимоотношениях, и всяких договоров, и всяких встреч политических деятелей разных стран. Все говорят, мы за хорошие отношения с Россией, но мы поддерживаем целостность, территориальную целостность украинского государства и так далее, и так далее. Иногда мы слышим о поддерживании целостности, территориальной целостности грузинского государства. Но как-то, особенно в последних годах, как-то мало говорится, что все-таки очень важная тема, очень трагическая тема есть оккупация чеченского государства. И я думаю, что если раньше, даже вот когда началась Вторая война, когда боролись чеченские воины за свою независимость в 1999 году и позже, и тогда вот даже парламентская ассамблея Совета Европы тоже даже, значит, Россия была, значит, остановленное членство России даже. Извините, не так. Было, значит, не дали голосования, значит, Ассамблеи Европейского Совета. Тогда мы тоже писали и обращения нашей группы, и на разные международные организации. Тогда эта тема была очень важная в том времени. Но думаю, что теперь я тоже слышу многие ваши акции и другие для восстановления независимости. Но все-таки нужен более широкий подход к теме чеченской независимости, восстановления чеченской независимости. Это должно все время подниматься не только в Европейском парламенте, но и в Совете Европы на парламентской ассамблее. В этой ассамблее тоже участвует Россия, и она очень так бурно реагирует и на поднимание темы о Чечении. Так и думаю, что все-таки эта тема на международных отношениях должен быть на рабочей карте наших политиков и других, которые поддерживают Чечению и его независимость. Ну, еще пару слов. Вот я имею документ в 1997 году, когда была уже признана Россией фактическое признание Чеченской республики Ичкерия и признана Россией. Тогда мы в 1997 году, 6 декабря, прибыла делегация парламентская Чеченской республики, возглавляемой Идиговым. И мы вот подписали коммуникат. Пришлось как председателю группы подписать мне, и Идигов, и вся делегация Чечении встречалась и председателем Ландсбергисом, и также заместителем председателя Ромальдо Самозолосом и другими членами нашей группы. Я думаю, что вот это много всяких коммуникатов и всяких поддержек для Чечении. Я думаю, это важные документы. И я думаю, что Альгирдас Андрюкайтис, который был первым
руководитель группы поддержки парламентской группы поддержки чеченской независимости в нашем парламенте. Очень сделал, как и Аминат Саиева, министр иностранных дел, сделали очень много для признания чеченского государства в балтийских странах. Ну и уже нужно напоминать, что в тогдашние годы я был председателем комитета поддержки чеченской независимости в Kaunas. Тогда 80 самоуправлений в Литве признали требовали бы признать независимость Чеченской Республики. Спасибо всем, и я очень благодарен, что пригласили на эту конференцию. Спасибо, Аминат, спасибо Ахмед Закаеву и спасибо всем участникам. Спасибо, дорогой, спасибо. Мы всегда рады вас видеть, и нам всегда не хватает с вами общения. Спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что вы сделали. Спасибо. Спасибо. Од Мерлин из Брюсселя, если она меня слышит, у нее отключен и звук, и видео, но, надеюсь, она слышит. Од Мерлин, профессор Брюссельского университета, политолог, с давних времен интересуется чеченскими проблемами и даже учит чеченский язык, уже неплохо говорит. Вот Од Мерлин. Дедикрили всем. Да, Лизил. Паркала за конференцию. Я хочу вас от всей души поддержать. Как я сказала Аминат, у меня сегодня вот защита дипломных работ. Я не смогу вот выступить. Я просто вот я хотела отблагодарить вас всех и сказать вот дала Алла Дойла шо шайн самагат, то те что кесты гурдуй and могшо. И то, что я хочу сказать, что я очень надеюсь, что вот те чеченцы, которые вот живут вот разбросаны по всей Европе, что они смогут вместе вот сотрудничать и подумать, и тоже вот разработать проект будущей Нохчичвах, завтрашний Нохчичвах. Если бы я могла вот подольше остаться, я бы вас спросила, какой вы видите идеальной Чечней на завтра. И тоже вот я бы хотела вас спросить, значит, как вы видите вот передачу молодым поколениям вот то, что есть вот в чеченских ценностях и то, что есть вот в чеченской культуре. Я бы хотела еще и отдать должное Сергею Ковалеву, который вот этим летом умер. Я помню, что его присутствие в Грозном в 1994 году вот, под бомбежкой, это было очень сильное свидетельствование. Я тоже бы хотела отдать должное и Анне Политковской, и Наташе Истемировой. И очень-очень надеюсь, что все силы гражданских вот, обществ смогут способствовать установлению, чтобы суды наказали виновных вот в военных преступлениях и вот в нарушениях прав человека. Я очень надеюсь, что вот эта правда, вот эта истина, она будет благодаря работе судов, благодаря работе правозащитников, что она сможет вот, выйти на свет. И еще что и русские, и чеченские правозащитники вот, смогут вечно сотрудничать и способствовать вот, борьбе против вранья и за свободу, за демократию и за права человека. Вот то, что я могу сегодня сказать от всей души. И я думаю о своих и друзьях, и коллегах, и которые вот разбросаны, и которые остались в Чечне.
И я очень надеюсь, что когда-нибудь Россия будет демократией, и что чеченцы смогут жить вот свободно. Дала Алла Дойлашу. Извините, что я коротко выступаю. Я еще хотела вспомнить султана Ешуркаева. Значит, есть вот в чеченском народе есть писатели, есть создатели, есть художники. И это очень важно, чтобы вы продолжались, чтобы Замбулат вот продолжался и писал вот и повести, и пьесы, и стихи, чтобы вот те вот созидательные силы, которые есть вот в Нохчи, чтобы они продолжались. От всей души я вас поздравляю и скучаю по Нохчи-Чуах и по Нохчи-Мот. Очень надеюсь, что когда-нибудь смогу Нохчи-Мот говорить и писать Нохчи. Дала Алла Дойлаш. Баркал. Спасибо большое. Баркал, Ода, Баркал. Спасибо. Спасибо, что вы были с нами, несмотря на то, что у вас очень большая занятость. Да, сжатый график, потому что вот дипломные работы сейчас я должна побежать на защиту. Но я одну секунду, я прошу вас передать наш большой поклон Оливье Дюпюи, нашему другу. Дело в том, что Од является супругой Оливье, и мы его очень уважаем, любим. Для нас он сделал очень много для чеченского народа, я имею в виду, и для чеченской независимости. Поэтому он все те, которые занимались чеченской тематикой, они останутся в чеченской истории навсегда. Он очень-очень скромный, но я передам ему. Передайте. Спасибо большое. Обязательно. Вот вы можете быть свободны, да, свободны. Всего доброго, счастья вам. Марш войл.